Всем привет, дорогие подписчики. Иду в здание мэрии. А скоро начнется торжественное шествие, посвященное Великой Октябрьской социалистической революции. Праздником, товарищи! Днем 7 ноября. С нашим праздником. Так, вот вижу уже людей. Реконструкция у нас пока продолжается. Вот колонны встают, дружные ряды, как в старые былые времена. Старая гвардия, самые активные. Брагнигнан! Так, колонна готова. Начинаем движение. Демонстрация, посвященная Великой Октябрьской социалистической революции. Гоголева! Разграма Васильевич! Сюда подойди!
праздником, товарищи! Ура! 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 Да здравствует человек труда! Ура! Ура! Он сегодня хозяин! Ура! 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 Разница? Поддержим наших воинов-добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Все для победы, все для фронта. Победа будет за нами. Ура! Ура! Так, давайте я в колонну тоже встану. С праздником, товарищи! Ура! Ура! Пройдет, победа будет за нами. Ура! Да здравствует победа годовщина Великой Октябрьской социалистической революции! Ура, товарищи! Недра народу принадлежат Конституции, олигархи должны цивилизацию, поведет цивилизацию придворных институтов, С праздником, товарищи! Ура! Ура! Вот старая гвардия. Молодежи мало жалко. Сейчас хотят развернуть. Через реку Чапай, разъехали кредитом не ходи, не катай, зачем ты так широка? Колонна надо идти.
Правильно, Игнат. Ура! Праздником, товарищи! Ура! Айхау! Подходим к площади Орджоникидзе. Подходим. О, хорошо. Это памятник Платону Алексеевичу Аюнскому. Николай Алексеевич, нужно сюда подойти. Александру Васильевичу Гоголеву, Никите Ивановичу Романов. Разрешите митинг коммунистов, трудящихся Якутии, посвященный 105-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, объявить открытым. Ура! Слава нации! Поздравления председателя ЦК Коммунистической партии Российской Федерации Владимира Андреевича Жданова. 7 ноября. Дорогие товарищи и друзья, 105 лет назад зал встречного рода возвестил о рождении новой эры. Октябрь 17 года стал грандиозным событием в мировой истории. Начался переход человечества к социализму. Воплощалась в жизнь вековая мечта народов о справедливом обществе. Рабочие крестьяне впервые обрели свое государство и стали хозяевами отчизны. Они превратились в творцов новой жизни. В стране Советов раскрылось величие человека, о котором так образно говорил Максим Горький. Отныне слово «человек», «рабочий», «крестьянин» зазвучали поистине уважительно и гордо. Великий Октябрь помог нашей стране родиться заново, спас от разрухи, хаоса, вывел в лидеры мирового развития. Грандиозный исторический подвиг ленинского ГРО, сталинских пятилеток, красного стяга над Рейхстагом, гагаринского космического полета.
ценности справедливости и созидательного труда, равенства людей, братства народов были подняты на невиданную высоту. Социалистическая революция открыла эпоху экономического и культурного взлета, трудовых и боевых подвигов. Она создала в удивительное время Алексея Стаханова, Валерия Чкалова, Георгия Жукова, Михаила Шолохова, Игоря Курчатова и Андрея Туполева, Константина Рокоссовского, Сергея Королева, Константина Симонова, Сергея Илюшина, Зойка Свиньянской и Веры Мухиной. Исполняется 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. Наша великая страна стала примером дружбы и братства народов, бросила смелый вызов всем формам рабства, расизма и колониализма. В сердцах трудящихся по всему миру зажегся яркий огонь надежды и созидания. Это могущество и добрая воля позволила возродить современный Китай, вдохновили на победы народов Вьетнама и Кореи, помогли совершить кубинскую революцию и разрушить колониальные империи. Сегодня, когда ржавчина капитализма вновь душит Россию, а схватка с фашизмом стала реальностью, смысл и дело Великого Октября как никогда актуальны. Только социализм видит нас на светлую дорогу созидания и прогресса. С праздником, с Днем Великого Октября! Ура, товарищи! Сегодня мы, в день 7 ноября, сегодня все должны сделать для того, чтобы идеи октября сегодня получили новое развитие. Мы понимаем, что нужно решить те задачи, которые более 100 лет были разрушены в годовщину 105 лет назад. Земля крестьянам, заводы рабочим. Это нужно превратить, нужно провести национализацию, чтобы природные ресурсы, богатство, недра вернулись к народу, так и будет, чтобы не было сверхбогатых, чтобы 100 олигархов прекратили свое обогащение за счет народа. Мы сегодня говорим о том, что призыв власти объединиться и сплотиться вокруг очередной атаки фашизма только можно на основе справедливости, на основе того, что не будет бедных, на основе социализма, на основе народовластия, так и будет. Мы сегодня выражаем солидарность и желаем, и будем способствовать победе над неофашистами и бандеровцами. Так и будет. Поэтому мы сегодня одержимы тем, чтобы идеи Великой Октябрьской социалистической революции победили и окончательно, чтобы возродилась наша монолитная дружба народов. Советский Союз сегодня получит новое возрождение и объединение. Так и будет. Поэтому разрешите предоставить слово Иннокентию Ивановичу Романову, секретарю Якутского городского комитета партии. Дорогие товарищи, сегодня в 105-ю годовщину Великого Октября мы собрались здесь, на площади Орджоникидзе. Нас достаточно много, нас более 100 человек здесь, по-моему, 200, может быть, да. Значит, люди действительно помнят этот праздник, главный праздник Советского Союза. Я должен сказать, что так называемые наши российские либералы-демократы, которые попытались свернуть нас с верного пути, фактически завели страну в тупик. И мы сейчас будем возвращаться на реальную дорогу прогресса и счастья. Потому что они погнались за Европой, за Западом. Все это оказалось тупиком. Запад нас не любит, Запад относится к нам спиной. Мы должны опираться, как это и говорил Владимир Ильич Ленин, на Китай, Индию, на другие развивающиеся страны, которые помогут нас в борьбе с империалистическим Западом.
Вот в этом году мы отмечаем 100 лет Советскому Союзу. Я надеюсь, что наша страна, Российская Федерация, вновь возродит Советский Союз. Может быть, как конфедерацию, но все равно союз народов, проживающих в бывшем Советском Союзе, будет восстановлен. Также, я думаю, вполне возможно, будет восстановлен и Коминтерн. Мы должны объединить все коммунистические рабочие партии и силы, которые есть и на Востоке, и на Западе, и на Юге, и на Севере нашей планеты. Я думаю, действительно, столбовая дорога, как говорили Маркс и Энгельс, столбовая дорога человечества – это путь к коммунизму. Это, значит, борьба с капитализмом, который изживает себя, и победа нового строя. Строя свободы, демократии, равноправия, дружбы народов и в целом народного счастья. Я хочу еще всех поздравить с прошедшим столетием образования Якутской ССР. Наши первый руководитель Максим Амосов, Платон Аюнский, Исидор Барахов, Степан Ажаков, Степан Васильев и другие стояли у истоков советской власти. Мы должны продолжить их славное дело, и я думаю, так будет. Поздравляю всех с праздником Октябрьской революции, желаю всем здоровья и успехов в нашей общей борьбе. Ура, товарищи! Слово предоставляется Артуру Алексееву. Дорогие друзья, товарищи, от всей души поздравляю всех вас с замечательным праздником, с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Октябрь действительно великий. Октябрь открыл новую эру в истории человечества. Открыл так мощно и показал всему миру его колоссальную созидательную силу. Отсталая страна за короткие годы превратилась во вторую державу мира, которая принесла мир и спокойствие во всем мире в течение тех лет, которые была она у власти. Итогами октября стала и победа советского народа в Великой Отечественной войне. Какие там были призывы? За Родину, за Сталина. За какую Родину? За советскую Родину. И сегодня, в принципе, мы правильно все вступаемся за русский мир. Но мне кажется, если бы наша власть поняла, что подлинное единство народов создала именно социалистическая страна, Союз Советских Социалистических Республик, и в этом их сила, в этом их единение. Поэтому я думаю, что если бы наряду с лозунгом «Спасем русский мир» был лозунг «За советскую Россию», за социалистическую Россию, наши успехи были бы быстрее. А Великий Октябрь шествует дальше по миру. Сегодня почти половина человечества идет, по сути дела, по социалистическому пути. И это нам прекрасно показывает современный Китай. Поздравляю вас с праздником! Да здравствует социализм! Да здравствует Союз народов СССР! Ура, товарищи! Слово Артемию. Великий Октябрь подарил нам дружбу народов. Мы жили 70 лет в одном доме, в Советском Союзе. Сегодня наша дружба трещит. Мы воевали с Грузией братской, когда-то социалистической республикой. Сегодня военные действия ведутся с Украиной. И сегодня злобные люди натравливают народы друг на друга. Вот и у меня злоба берет.
У меня 2 внука сегодня находятся на Украине, защищая вот то, что на плакате есть, за нашу Родину. Что нацизм не пройдет, и победа будет за нами. Но в это время писатель, так называемый Тюняев, оскорбил наш народ, плюнул нам душу, сказал, что мы крысы. Мы сегодня ведем не дружбу, а сегодня находимся сзади всех и прячемся за спиной великого русского народа. Разве такое может или нет? Мы 3 отряда местных якутской национальности и других народов нашей республики воевали и воюют сегодня в Украине, как говорится сегодня, да? И вот в этой ситуации почему стравливают? Поэтому есть у меня конкретное предложение. Почему отмалчивается наша власть, наши руководители? Почему они не защищают нас? Сегодня Семенов, этот общественный помощник Илдархана, защита Илдархана выпустил обращение генеральному прокурору, президенту. А где наш Илдархан, где наши депутаты? Где наши депутаты в Государственной Думе и Совете Федерации? Вот поэтому я сегодня выношу предложение, чтобы они дело довели до конца. Тюняев сегодня вроде приносит извинения. Он знает, что если будет суд, скажет, что мы извинились, народ республики принял. Я не принимаю эти извинения. Не принимаю совсем, потому что он сегодня сам экстремист. Сегодня сам он раздор межнациональный. Его сегодня должны мы окремить. Поэтому нашим депутатам от Компартии Амосу Петру Револьдовичу, от единой партии Ганчиковой, от больших, богатых людей Авсентьевой и Александра Константиновича Совета Федерации и бывшему нашему президенту Егору Афанасьевичу надо, мне кажется, принять обращение, чтобы они дело довели до суда. Хоть в суде он извинился принародно при всей нашей республике и нашей Российской Федерации. Вот поэтому у меня душа болит, душа кипит, когда вот такие люди сегодня оскорбляют целые нации. Кто ему дал право? Кто сегодня дал ему право глумиться над нами, когда наши дети сегодня умирают там? Сегодня наши дети там получают ранения. Сегодня наши внуки там воюют. Почему он должен сегодня отделаться одним извинением? Я не приемлю. Если вы поддерживаете, я хочу сегодня нашей трибуны, нашей митинга поручить Виктору Николаевичу, чтобы он сегодня оформил, отправил, это наши требования, и потом на следующем митинге показал такого-то числа, такого-то содержания. Я отправил письмо, а то мы много говорим, результатов не видим. Так или нет? Ну то здравствует наша Великая Октябрьская революция, которая подарила нам всем равенство, дала нам дружбу, дала нам спокойствие, а сегодня которой нет, к сожалению. Но все-таки праздник. Поздравляю вас с Великим Октябрьским социалистической революцией. Пусть будет хотя бы у всех нас, оставшихся здесь, мир в доме, чистое небо, и пусть вернутся наши внуки, дети, вся эти проклятые военной политической акции. Ура! Нашим законом ответить. Уголовное дело должно быть уже сегодня возбуждено за разжигание национальной родины. И более того, мы как никогда, республика всегда показывала пример многонациональной дружбы. В начале 90-х годов мы не бросились в это хаос, который нам навязали. Развалили Советский Союз. Мы сегодня одни из тех, кто поддержит в годы столетия Якутской ССР. Мы еще раз говорили об успехах социалистического строительства в Якутии, о нашей многонациональной дружбе. И никому не дадим сегодня разрушить. В этом году и в следующем году коллективный Запад планирует 30 миллионов долларов развалить ситуацию, рассорить народ в республике Саха-Якутия, конкретно свободная Якутия, которая вещает сегодня из
Польши, из других, значит, республик, недружественных нас, пытаются стравить нас, поссорить и дает право. А это русофобия, которая 30 лет не замечала власть, когда искажали итоги итоги победы в Великой Отечественной войне, принижали роль советского народа, коммунистической партии, Сталина, Ленина. Вот это вот дало им повод, думаю, что нас рассорить никогда не получится. Таких, как Киреев, должно быть, они должны быть ответить. И сидеть в тюрьме, а не давать им право, значит, своих в интернет-ресурсах использовать. Разрешите предоставить слово Гоголю Светлане Васильевне. Уважаемые якутяне, поздравляю вас с великим праздником, праздником Великого Октября, Великой Октябрьской социалистической революции. Ура! Владимир Ильич Ленин писал, что из опыта всех освободительных движений замечено, что успех революции зависит, насколько в нем участвуют женщины. И именно социализм, опыт Советского Союза, первого в мире социалистического государства, утверждает, что решение женского вопроса является закономерностью социалистической революции. Только победа социализма обеспечивает полное раскрепощение женщины. Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Ленин много работали над решением женского вопроса. И только социалистический строй решил вопрос женщин, дал им избирательное право и реализацию в общественной работе, в трудовой деятельности и в семье. Надежда России женское движение вложила большие усилия для того, чтобы от мобилизации были освобождены отцы, которые имеют троих детей. А вы, наверное, помните, что по первому указу президента Путина 4 детей было указано, да ведь? Но мы же знаем, что многодетными семьями являются 3 детей. Нина Останина, депутат Государственной Думы, продолжает работать над положениями о том, чтобы в семьях, имеющих ребенка-инвалида, и в семьях беременная женщина, имеющая 2, 3-м ребенком беременные, также их отцы были освобождены от мобилизации. Еще раз поздравляю вас с праздником Великого Октября. Да здравствует Великий Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик. Ура, товарищи! Ура! Переходим к нашей резолюции. Мы, участники торжественного митинга, посвященного 105-й годовщине Великого Октября, собрались, чтобы подтвердить верность идеалам социализма, идеалам справедливости, дружбы, равенства и братства между народами. Текущие события подтверждают правоту Ленина о тождественности понятия империализм и война. Как и 100 лет назад капиталисты сеют войны по всей земле, грабят страны, стравливают народы на потеху буржуазии. Кровь, убийство, грабеж – такое реальное лицо цивилизованного Запада. Стремительно развивающийся Советский Союз стал не просто опасным конкурентом для мирового капитала. В лице нашего государства империалисты увидели могущественного противника, способного положить конец господству. В 1991 году великой державы не стало Советского Союза, но преданная, обманутая врагами Россия сумела очнуться от живого турмана либералов и ненавистников. Нам не в чем винуть себя, винить. Все эти смутные времена мы были в самой гуще борьбы за власть трудового народа. Мы отстояли ленинскую правду, вернули великие праздники, День Советской Армии и войну Морского флота, День победы советского народа над фашизмом. Мы возродили и укрепили Коммунистическую партию Российской Федерации, объединили в массовый протест стачечное движение и первыми протянули руку помощи истерзанному Донбассу.
Мы убеждены, антикризисная программа партии, советский опыт современного Китая позволит восстановить все, что было порушено временщиками. Мы требуем остановить преступный рост цен и тарифов на коммунальные услуги. Наша цель – лучшая жизнь для рабочих, трудящихся и молодежи. Именно поэтому мы выступаем за принятие бюджета развития, направленного на финансирование отечественной науки и образования. Мы обращаемся ко всем, кому не безразлично будущее страны в год столетнего юбилея СССР вступить в ряды КПРФ, партии, способные объединить вокруг себя всех мыслящих людей, все патриотические силы для возрождения великой державы. Вместе мы победим. Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция, вся власть народу. Ура, товарищи! Мы добавим, значит, сегодня же отправить обращение президенту Российской Федерации в связи с тем остановить, значит, призвать к ответственности, к уголовной ответственности, конкретно назвать фамилии, обращение мы это сегодня направим. Принимается такая резолюция? Кто за эту резолюцию, прошу голосовать. Единогласно. Митинг мы объявляем закрытым, но борьба усиливается и продолжается. Революция побеждает. Дело Ленина побеждает, и так и будет. Еще раз с праздником, успехов, здоровья. Мы гордимся всеми поколениями нашей республики, всеми, кто вы здесь присутствуете. Народ уже видит, что надежда на коммунистическую партию Российской Федерации, ее программу, социализм и народовластие. Ура! 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 И войну, и нужду, граммы коих гражданская война. Много ходит противно, только правда.